В феврале этого года мы побывали в гостях у приемной семьи Неустроевых. Любовь Дмитриевна, Николай Петрович и их приемные дочери Людмила, Розалия и Снежанна жили в поселке Белая гора Абыйского улуса и 4 года назад переехали в Якутск. Наша большая семья – это я, Любовь Дмитриевна Неустроева. По образованию я педагог-хореограф. Мой муж Николай Петрович Неустроев. Он по образованию учитель географии, но у него еще второе высшее образование, он тренер. Тренер. Сегодня он заслуженный тренер Республики Саха и Российской Федерации, почетный гражданин Абыйского улуса, уважаемый человек. И мы уже свое отработали, сейчас мы отдыхаем, мы на пенсии. А наша семья приемная образовалась в январе 2011 году. Вот. Когда мы образовались, мы брали всех девочек вместе, потому что они родные сестры. Снежане было всего 1 годик. Люда училась в 1 классе, а Розе было всего 3 года. Вот. Люда сегодня студентка 2-го курса ЧИВКИС, в Чурапчи учится. Пошла по стопам отца. Вот. Не по генам, а так, оказывается, тоже передается, да? Вот. Девочки у меня очень творческие. Люда с красным дипломом, скажем, окончила детскую музыкальную школу искусств по хореографии. Роза училась в классе вокала, а Снежана училась фортепиано. Вот. Роза у нас очень хорошо поет. Сегодня она занимается в детской труппе Тюза. Мы стараемся постоянно поддерживать во всех начинаниях. Они очень активно участвуют в школьной жизни, что там культурно-массовые мероприятия, что спортивные мероприятия, да, что НПК. Когда мы жили в Белой горе, вот всегда вот в школе на спортзал, и вот где они жили, совсем рядом было. Я же все видел там, как жили, как живут дети. Вот. И вот часто вот Люда переходила в спортзал. У него брат, вот, оказывается, вот, вольной борьбе тоже ходил. Людмила, расскажите о своем детстве. Вот, что вам дали родители, чему научили? Ну, да очень много надо же говорить. Очень много чего дали нам. Но, в принципе, если говорить про адаптацию, для меня адаптация была намного проще. У девочек тоже, они были маленькие, быстро все прошли. Учебную программу очень быстро прошли, быстро схватила все, наверстали. Также потом со 2-го класса меня отправили в музыкальную школу, отделение хореографическое. Там мне очень нравилось. Всегда любила выступать, танцевать. Очень была активная. Также занималась волейболом. После музыкальной школы занималась волейболом. Тоже любила спорт. Ну, в принципе, свободного времени не было, и это было хорошо. Мне не нравилось свободное время. Дом, музыкальная школа, школа, дом, обратно, вот так все было. Сестры. Сестры, да, в садик постоянно, всегда вместе были. Ну, все вместе, ну, я отдельно, конечно, училась в гимназии, Белогорская гимназия, они Начальная школа. Начальная школа, да, БСОЖ, раздельно учились. Ну, что еще? Потом переехали сюда, здесь я училась в 25-й школе. Также вступила в самоуправление школьное. Также постоянно не было свободного времени. У меня то школа постоянно. У нас 7:30 утра уходит, они же 8:15 начинают учиться. И вечером до 7 часов в школе. Ну, если не до 9, ну, если мероприятие, то до 9 могли. Ну, она сразу себя проявила активность. Ну, и да, очень быстро. Сразу... В 10 классе, когда училась, меня приглашали на елку главы. Там, города. Да, в городе были. Сейчас поступила в ЧИВКИС, специальная сферическая культура. Сейчас 2-й курс, УОР. Тоже очень нравится спорт. Занимаюсь полевой стрельбой на данное время.
А какие планы у вас на будущее? Ну, в дальнейшем я хочу сейчас закончить ВОР, специальная физическая культура, потом но на специальная психология, и после этого совместить и стать спортивным психологом. Все в планах, цели есть, большие цели, поэтому иду к целям своим. Нам было интересно увидеть материалы и заготовки для будущих изделий. 13-летняя приемная дочь Снежана показала и рассказала, как они вместе с мамой создают их. Так, Снежана, что ты делаешь? Расскажи, что ты шьешь? Я тогда шила в лагере, как она называется? Наволочку Наволочку для походов. подушки. Да. Потом, По-якутски олбох называется. потом у нас появилась собака, и мы решили шить ей ковер, потому что ей негде было спать. Я половину дошила, а дальше я как-то была занята в школе постоянно, в лагере. И вот почему Роза дошивала. Вместе шили. Вместе мы Вместе шили. шили. Как вы шили? Из Новое чего шили? полотенце и от Лоскутки. старых лоскутков взяли и Футболки пришили. свои, которые уже не одевают. Мы их на кусочки маленькие разрезали и пришили машинкой. У В меня школе есть, уроки есть. у меня есть собственная Технологии. машинка швейная. Для создания изделий используются имеющиеся материалы, и Любовь Дмитриевна, обучавшаяся у народной мастерицы Татьяны Макаровой, все свое умение передает девочкам. Люда, Розалия и Снежанна пришли в семью Неустроевых 12 лет назад. Мы взяли девочек, и девочки с самого начала знали своих родителей, своих родственников, и мы не скрывали, что они у нас приемные дети. За 12 лет жизни в семье Неустроевых Люда, Розалия и Снежанна стали родными для Любовь Дмитриевны и Николая Петровича. За что вы благодарны своим приемным родителям? За все, за воспитание, за новые возможности. Главное воспитание везде, если есть воспитание, то все будет. И уважение, главное уважение, и взаимопонимание всегда есть в семье. Любовь Дмитриевна и Николай Петрович Неустроевы, воспитав родных детей, весь свой жизненный опыт, понимание ценности семьи и правильные жизненные принципы передают приемным девочкам. Супруги все делают вместе, сообща. Их мудрость, ответственность и любовь помогают в воспитании детей. И мы верим, что цели, которые ставят девочки перед собой, будут достигнуты, а сами они станут успешными и состоявшимися людьми. Адаптация в школе – это сложный процесс. Это ребенок должен привыкнуть и психически, и физиологически. То есть в школе у него все новое. Новый класс, новый коллектив, новый статус у ребенка, новые обязанности у ребенка. Все это сложно, конечно, дается. Да? Если ребенок тем более приходит к нам из детского сада, где у него в основном игровая деятельность, сейчас он занимается именно обучением. И в этот период очень важна поддержка родителей, тех, кому он доверяет, кто ему по-настоящему близок. В этот период нужно родителям быть очень внимательным к своему ребенку, не только к его успеваемости, но и к внешним каким-то, к его здоровью. То есть ребенок может утомляться очень быстро. Период адаптации он длится от месяца до года. У всех по-разному, в зависимости от его индивидуальных особенностей. Конечно, если ребенок идет в школу с желанием, приходит оттуда и рассказывает вам про свои успехи, про своих друзей, про то, что он узнал сегодня нового в школе, то есть у него остаются силы, он воодушевлен, не утомляется, мы таким образом можем сказать, что адаптация проходит успешно. Если ребенок не успевает, если возникают конфликты в школе, то может даже часто болеть ребенок.
выявлять, жаловаться на головные боли, то есть какие-то соматические проявления могут быть, только тогда возникают трудности у ребенка в адаптации, мы это как родители замечаем, и в этом случае не нужно бояться обращаться за помощью. Можно обратиться за помощью к классному руководителю, можно обратиться за помощью к психологам и работать непосредственно, конечно, с ребенком самим. Не нужно завышать требования, не нужно говорить, что ребенок должен учиться хорошо, ты можешь. Нужно, наоборот, поддерживать его, хвалить, верить в него, подавать надежду, повышать самооценку. То есть сильно завышенных требований к ребенку в этот период не должно быть, потому что если мы у ребенка отобьем в этот период желание к учебе, то потом у него оно и не возникнет. Знакомьтесь, Ангелина. Доброжелательная и открытая, она интересуется всем и очень любит читать. Так уж просто прятаться в своей пластой пижаме. Зачем же нужны такие полоски? Ангелина с удовольствием рассказывает о себе. Мне 10 лет, я учусь в 4 классе, занимаюсь видом спорта, занималась гимнастикой, боксом, может быть, буду дальше продолжать заниматься боксом. Учусь я на оценки 4, 5 и бывает там 3. 2 я ни разу не получала. Ну, может, были во 2 классе, а так не было. Любимый предмет у меня литературное чтение. Потом физкультура и математика. Ангелина спортивная девочка. Она с легкостью выполняет гимнастические упражнения. Ангелина, а где ты была? Вот куда ездила? Какие города? Я ездила в Анапу, в Геленджик, в Москве я была. А в Москве где была? В Москве я была на Красной площади. Ну и все. Где бы хотела побывать? Если честно, еще бы хотела побывать в Москве. А еще у Ангелины есть мечта жить и воспитываться в семье.